Мы бросились бежать по лесопосадкам между колючими деревьями. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что приходится переживать нашим согражданам. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Массовые проверки мигрантов в России осложнили и без того непростую жизнь находящихся на заработках таджикских женщин. Мигрантки признаются, что из-за рейдов полиции живут в постоянном страхе и не выходят на улицу без крайней необходимости, а некоторые вынуждены ночевать под открытым небом. Мигрантка, работающая на фермерском хозяйстве в Краснодаре, рассказывает, что во время последнего рейда полиции вынуждена была вместе с другими соотечественниками спасаться бегством. Целых 3 часа блуждали по лесам, полям и болотам. 10 увезли. Мы здесь работаем на полях. Одно только мучение. По колени в жиже мы бросились бежать по лесопосадкам между колючими деревьями. Вся обувь порвалась, и говорит она, предпочитая не показывать лицо и не называть своего реального имени. Женщина говорит, что она и другие мигрантки из-за страха депортации не хотят возвращаться в общежитие и уже несколько суток ночуют на поле. На прошлой неделе в России подвели итоги первого этапа операции, нацеленной на выявление нелегальных мигрантов, в том числе граждан Таджикистана, которая сопровождалась жестоким обращением с мигрантами со стороны полицейских. В результате первого этапа операции «Нелегал-2023» из России было выдворено около 7 тысяч незаконно проживающих мигрантов. В отношении еще нескольких тысяч человек возбуждены дела. Как заявили российские власти, первый этап операции длился с 19 по 25 июня этого года. Но мигранты жалуются, что задержания продолжаются и по сей день. Именно поэтому многие мигрантки выходят на улицу только в случае крайней необходимости. Таджичка Шахида говорит, что год назад после развода с мужем приехала на заработки в Россию. Детей она оставила на попечение матери в Таджикистане. Шахида признается, что работает без патента, поэтому каждый раз выходит из съемной квартиры, озираясь по сторонам. Аренда квартиры 6 тысяч рублей, столько же нужно заплатить за патент. Я решила, что лучше деньги за патент я отправлю домой своим детишкам. Сейчас живу в постоянном страхе и выхожу на улицу в случае острой необходимости, когда нужно купить продукты или лекарства. За день до праздника Эдикурбон сотрудники полиции преследовали меня до дома и задержали у лифта. Документов у меня не было, но, слава богу, все обошлось, и я избежала депортации, рассказывает Шахида. По официальным данным, в 2022 году в Россию на заработки выехали около 130 тысяч женщин-таджичек. Это в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. Женщины работают в основном на сельхозпредприятиях, на стройках, ухаживают за престарелыми людьми или маленькими детьми, занимаются уборкой квартир. Они говорят, что за тяжелый труд, в отличие от мужчин, получают мизерную зарплату. Мигрантка из Таджикистана Зулайхо Алихмадова так описывает свою жизнь на чужбине. Мы работаем на складе, работа очень трудоемкая. Она продолжается до 12 часов, с 6 часов вечера до 8 часов утра. Сидеть на работе нельзя. После 2 часов работы дают 10 минут перерыва. Зулайхо, мать 5 детей. В Россию на заработки она приехала после того, как ее муж погиб при несчастном случае на одной из стройплощадок Рагунской ГЭС. Компания, в которой работал мой муж, должна была назначить пособие моим детям до достижения ими совершеннолетия. Но не тут-то было. Мы жили на съемной квартире. Содержать детей было очень сложно. На мои заявления о пособии по потере кормильца чиновники разных инстанций отвечали: «Ждите». У меня не было выхода, и я решила оставить детей у родственников и поехать в Россию, рассказывает собеседница. Правозащитники отмечают, что последние месяцы в ходе рейдов и проверок со стороны полиции было задержано очень много женщин-мигранток. В отличие от мужчин, большинство из них работают без патентов и официальной регистрации, что усугубляет их пребывание в чужой стране. Мухаммаджон Сабиров, таджикский юрист из Москвы, говорит, что на прошлой неделе к нему за помощью обратились 2 таджички. Многие таджикские женщины ухаживают за пожилыми старушками или маленькими детьми за небольшую зарплату. Они редко выходят на улицу и нередко работают без патента и регистрации, что очень плохо. На этой неделе ко мне обратилось 2 женщины, которые получали патент в Москве, а работали в Московской области. Их задержали. Суд вынес решение о депортации из страны. Мы обжаловали решение суда, поскольку мужья у них граждане России, рассказал Сабиров. Собеседницы признаются, что им трудно находиться вдали от своих детей, но ради их будущего и в надежде накопить деньги на небольшую квартирку вынуждены терпеть тяготы жизни на чужбине. Как вы относитесь к такой ситуации и к тому, как наши таджики сейчас выкручиваются в России? Как вам такое отношение? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.